Главная тема заседания парламентского комитета – события, произошедшие ночью 2 декабря. В связи с этим 3 декабря на встречу в Народное собрание были приглашены представители прокуратуры и службы госбезопасности республики. Проходили мероприятия по возбуждению уголовного дела на неких лиц, которые обвиняются в том, что они являются анонимами в соцсети Facebook. И в связи с этим произошла и стрельба, и драка, и мы хотели бы узнать и об этих фактах, чтобы вы нам дали разъяснение, насколько это правильные обвинения, потому что, как мы понимаем, обвинить можно голословно, и это может привести к нежелательным результатам. Люди начнут выяснять друг с другом отношения. Было от тех анонимов, которые были напечатаны в СМИ, мы прекрасно понимаем, что они многих оскорбили, были нежелательные высказывания по тем или иным лицам. И поэтому мы просили бы просто сегодня разъяснить нам ситуацию, сложившуюся в связи со всеми этими делами. 2 декабря 2021 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии было возбуждено уголовное дело по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленной СГБ в отношении граждан Халваши Бранзе и иных неустановленных лиц по признакам состава преступления, нарушающего Уголовный кодекс Республики Абхазия, в частности, оскорбление представителя власти в средствах массовой информации. Расследование было поручено прокуратуре города Сухум. В связи с чем в целях безотлагательного выполнения необходимых следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие вещественных доказательств, в соответствии с нормами УПК было принято решение о производстве следственного действия, а именно обыска по месту жительства указанных мной лиц в случаях, не терпящих отлагательства. В этой связи они были произведены, были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время предварительное расследование находится на первоначальном этапе, то есть еще даже сутки не прошли. В настоящее время уже допрашиваются лица, в том числе и подозреваемые. В настоящее время проходит их допрос, а также с их участием будут произведены отдельные следственные действия, осмотры с их участием и так далее. Более того, по выполнению необходимых следственных действий будет решаться вопрос о назначении ряда судебных экспертиз. Как уже сказал генеральный прокурор, в материалах уголовного дела еще в рамках проверки имеется заключение судебного исследования на предмет установления наличия высказываний, которые оскорбляют честь, умаляют достоинство человека, гражданина, в частности представителя власти. Это что касается настоящего уголовного дела. По результатам произведенных обысков, в соответствии с нормами УПК, уже, то есть там в течение 24 часов, уже уведомления с прилагаемыми к ним исполненными материалами обыска направлены в Сухумский городской суд для того, чтобы им дали правовую оценку о законности, либо незаконности производства указанного следственного действия. Более того, в настоящее время в УВД по городу Сухум находится материал проверки в отношении гражданина Каджая по инциденту, имевшему место вчера на Новом районе. В настоящее время проводятся неотложные следственные процессуальные действия для того, чтобы установить все обстоятельства имевшего место события, после чего его действиям в кратчайшие сроки будет дана уголовно-правовая оценка и рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. Депутат Лашашуба задал заместителю прокурора города Сухум вопрос, касающийся событий 2 декабря. Получается, сотрудники явились в жилище вышеназванной женщины. Это, я, насколько понимаю, один адрес по улице, в центре города и на Новом районе. Сколько человек производили эти действия, с вашей стороны первоначально, и когда появились там посторонние люди, и кто это был? Двое следователей были, один, который непосредственно осуществлял следственное действие, другой находился рядом. Также сопровождали следователей оперативные сотрудники. Следователи соответствуют двое понятых. Депутат Валерий Агрба подчеркнул, что такие дела возбуждаются только по заявлению потерпевших. Однако, по его словам, никаких заявлений нет. В данном случае оскорбление
депутатов, президента, премьер-министра, это исключительно возбуждаются уголовные дела, не иначе, как в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, по заявлению потерпевших, то есть, которые считают себя оскорбленными. Я несколько вопросов задал. Были ли заявления тех лиц, у кого перечислены там несколько наших коллег, депутатов, премьер-министр, президент, генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора? Нет, говорит, мы на основании только рапорта возбудили уголовное дело. Генпрокурор Хадгурагарба подчеркнул, что для данной статьи не нужно писать заявлений. Эта статья не предусматривает и никакие заявления не требуются. Она в этот перечень не попадает. Таким образом, не нужно никого вводить в заблуждение. Это я вам говорю открыто. То, что касается заявления, я заявление никакое не писал. Секунду. Я заявление никакое не писал. Но то, что меня лично, что наших коллег-депутат оскорбляют в сети интернет-анонимы, я приходил в службу государственной безопасности, я об этом говорил много раз, и мне заявление для этого не нужно было. И никакого заявления не было. Они работали с теми материалами, которые есть, и по моим требованиям они работали. Также в сети Facebook были оскорбительные публикации касаемо меня. Я приходил в службу государственной безопасности, естественно, интересовался, есть ли возможность найти, узнать, что это. Да, действительно, письменного сообщения, наверное, никакого не было, но все, кто попал, наверное, под какие-то такие публикации, естественно, многие депутаты обращались и просили найти эти. И мы здесь об этом каждый раз говорим. Депутат Валерий Агарба заявил, что против него возбуждено уголовное дело. Вот сейчас я тоже, пользуясь случаем, хочу обратиться к президенту страны. Реализовать свои конституционные полномочия как гарант Конституции, а именно конкретно часть 1 статьи 53 положений полномочий президента обеспечить соблюдение Конституции и законов, защиту прав и интересов граждан, свобод, интересов общества и государства. Другого у нас способа нет. Генпрокурор Хадгурагарба ответил, что никаких дел в его отношении не было заведено. Относительно того, что в отношении вас мы возбудили уголовное дело. Какое дело мы возбудили? Можете озвучить? Еще раз отвечаю. Никакого дела Генеральная прокуратура в отношении вас не возбуждала. У нас нет таких полномочий. И эту процедуру вы прекрасно знаете. Мы сегодня проводим проверку в рамках установленных уголовно-процессуальным законодательством. Мы за рамки этих сроков еще не вышли. И то, что вы говорите, вы направляли нам депутатский запрос. Промежуточный ответ вы уже получили. У нас есть другие сроки, и генеральный прокурор уполномочен. У вас есть свои сроки депутатские, но на основании вашего письма эта проверка может продлеваться мной. И ваше письмо, ваш запрос направлен в военную прокуратуру. Там сегодня проводится проверка, она еще не завершена. У нас есть установленные законом сроки. Вы почему говорите, что мы сроки нарушаем, что мы не реагируем, что мы на вас дело уголовное завели? Где постановление о возбуждении уголовного дела, если в отношении вас оно у нас имеется? Уйдем сейчас в сторону. Да. Потом это начинает переходить опять в перепалку. Никакого дела мы не возбуждаем. Дело возбуждается, как вы прекрасно знаете. Для этого Верховный суд должен дать свое заключение. Начальник службы госбезопасности Роберт Киут отметил, что в СГБ не раз обращались относительно анонимов. И по данному вопросу проводилась и проводится работа по установлению лиц. С учетом чего был наработан оперативный материал в отношении граждан, ныне представленных Бранзе и Халваш. Соответственно, соблюдены были все нормы, необходимые для того, чтобы объективно провести оперативное расследование. Собранный материал был представлен Генеральной прокуратуре на ознакомление, из чего далее была проведена лингвистическая экспертиза, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела. В рамках возбужденного уголовного дела нам было поручено сопровождать следственные мероприятия, направленные на обследование жилища для обнаружения предметов, посредством которых проводились данные, как говорится, записи, выкладываемые в интернет. Соответственно, вот, в принципе, краткая такая вот информация по данному делу.
Эта комплексная работа проводилась не один день, хочу вам сказать. Это на протяжении, может, полугода мы этим занимались. Это долгий период, это очень сложное, скажу вам так, действие. И, во-первых, для нас она тоже новая. То есть как бы в этой области и тяжело очень работать, потому что это техническое обеспечение, многое-многое другое. Пришлось привлекать очень много различных возможностей, чтобы к этому прийти. Все это отражено в материалах, следственных материалах, это все отражено, это передано в прокуратуру. То есть как бы в дальнейшем, наверное, в ходе следственных мероприятий будут ознакомлены лица, заинтересованы в объективном расследовании. То есть мы исходили из того, чтобы изначально, зная о том, насколько это все серьезно, зная о том, какие оскорбления были, какие последствия могли бы быть, мы к этому подходили с такой точки зрения, чтобы убедиться, что эти лица на самом деле к этому причастны. Мы собрали достаточный, я так считаю, материал, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела. О задержании речь не шла. Такой команды о задержании нам никто не ставил, потому что мы проводили, сопровождали следствие для того, чтобы обеспечить им проведение мероприятий. То есть вот цель наша и задача была вот такая. Задержание никто не проводил и не планировал проводить. Генпрокурор добавил, что в стране нет практики задержания и ареста людей по такой статье. Нету такой практики. А какая цель? Поэтому у нас нет, такой цели тоже не было. Мы приехали туда с целью для того, чтобы обнаружить оборудование, предметы, необходимые вещественные доказательства, для того, чтобы их осмотреть и в последующем использовать как вещественное доказательство в рамках обнаружения. Да, мы обнаружили. Уважаемые депутаты, если позволите, я хотел бы ответить за действия своих сотрудников. Все те, которые вы говорили в масках, и все остальные, кроме сотрудников УВД, это были мои сотрудники, которых я поэтапно туда направлял, по мере наращивания людей там. Изначально было, как я и говорил, 4 сотрудника в сопровождении следственной группы. Далее, когда начали собираться там люди, мешать следственным мероприятиям, мне звонят сотрудники, мне лично звонят сотрудники, говорят, мы не можем проводить, у нас условия не позволяют. Я даю команду, отправляю группу людей туда. УСОМ. И правильно сделали, конечно. Одно из спецподразделений УСОМ, небольшую группу, порядка 7-8 человек. Я туда направляю для того, чтобы они помогли. Собирается еще большая масса людей. Уже этих людей недостаточно. Я отправляю еще людей, в том числе АТЦ, за которого вы говорите. Я эту группу отправил в составе 20 человек. В составе 20 человек. Вот. Потому что стрельба это было гораздо позже. Потом, вот давайте так. Вот дайте досказать. Вы мне... Вот, вы во сколько туда прибыли? Просто мне интересно знать, вы лично во сколько туда прибыли? Потому что, когда вы прибыли, там уже была масса людей, так же? Там уже была масса людей, так же? Там уже была масса людей, когда вы прибыли туда. Да, потому что мне пришлось уже до этого совершить эти действия, усилить своих же сотрудников. Да, конечно, были они. СГБ и ЦСН, это тоже спецподразделение, чтобы ты понимал. Я за что говорю? То есть никто не был. Это была необходимость в обеспечении, но никто изначально людей там не пугал. А как? Подождите, дайте, вы меня не слышите, я так понимаю. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Изначально зашли в дом, где были 2 женщины, 4 сотрудников службы в сопровождении следственных органов. Все, больше там никого и не было. Я туда никого не направлял, я понимал прекрасно, что там есть женщина, что там есть дети. Мы это все прекрасно понимали, но когда возникла необходимость, нам пришлось усилить. Вот что было. Вообще у меня такой вопрос. Почему возникла проблема, почему дверь не открылась, почему люди вдруг неожиданно стали собираться? Вам отказали изначально собираться? А вот это другой вопрос. Кто начал собирать и по какой причине собираться начали люди? По порядку. Как наши коллеги там оказались? Не, как... Батал, я говорить, каким образом оказались там коллеги, у меня тоже вопрос. У меня тоже вопрос, кстати, такой может быть, потому что, Батал, смотри, проведение обычных следственных мероприятий. Вы говорите о произволе каком-то, или о следственном произволе. А вот сколько мероприятий у нас... Батал, можно вопрос такой? Батал,
Я извиняюсь, но если вы хотите выслушать меня, мои вопросы, у меня тоже есть какие-то определенные вопросы. Если мы сегодня масса, вот пока мы здесь находимся, может где-то еще следственные мероприятия проводятся. Почему там не собираются депутаты? Почему у нас сюда прибыли? У меня тоже вопрос. Почему именно на этот адрес такое количество людей? Да, меня смущает, почему именно вот сюда прибыло такое количество людей. В чем это? В чем подоплека? Можно понять? В чем это суть этого? Для чего нужно? Нам позвонили мои избиратели. Что там было? Там никого не лезло. Вот это удручающая картина. Что я хочу сказать? Удручающая картина — это голосовые сообщения, которые мы слышим. Валерий Немель. Мы поднимем вопрос и ваш тоже. О том, как вы ведете сессии и как вы вас... Да, уже хватит уже здесь это спрашивать. Да, на ближайшей сессии я лично подниму вопрос. Уже надоело здесь эти провокации выслушивать. Депутат Лаша Ашуба выразил свое мнение, касающееся анонимов. Выразить свое отношение в принципе к теме анонимов. Я не приветствую анонимов не с одной из сторон, что называется, не ругающих власть, не ругающих оппозицию. Это имеет место быть, к сожалению, в нашем обществе. Эти люди призваны разрушать наше государство. И все, что они делают, это направлено лишь на деструктивные процессы в нашей стране. Это мое сугубо личное мнение и мнение многих моих коллег. Что касается вчерашнего инцидента, на мой взгляд, там все было не так просто. Насколько мне известно, параллельно проводились одинаковые процессы в двух квартирах. Это в центре города Сухум, на улице Фрунзе, и на Новом районе. На Фрунзе присутствовал один из наших коллег. Насколько я информирован, следственные действия прошли в абсолютно спокойном режиме и за относительно короткий период времени. Относительно ситуации на Новом районе. При этом хотел бы оговориться, что я всегда придерживаюсь принципа презумпции невиновности. Да? И в отношении, конечно же, этих женщин, это женщины из больших известных фамилий в Абхазии, которых мы знаем прекрасно, сестры героев войны, орденоносцев. К сожалению, ныне их нет вместе с нами. Все это мы знаем. Но нужно давать возможность следственным органам работать. Может, у кого-то из моих коллег или из других общественных организаций или общественных деятелей есть недоверие какое-то к прокуратуре, к СГБ, к другим органам. Но не может быть, чтобы мы не доверяли всем. У меня лично есть это доверие. Может быть, не во всех случаях. Мы постоянно смещаем полюса здесь. То мы говорим, что нужно людей брать теплыми в постели, а сегодня мы говорим, что вечером нельзя к людям заходить. Мы должны тоже определиться, понимаете? А когда, в какое время суток? Еще говорят, что там были исключительно женщины. Я не знаю, были ли женщины, но гражданину Каджая кто-то проломил голову. Я сомневаюсь, что это сделал кто-то из женщин. Хотя его действия, если он производил эти действия, насколько проинформировали нас наши коллеги, которые находились там, он производил эти действия, я ни в коем случае не оправдываю. И насколько я услышал от прокуратуры в данном заседании, он тоже будет нести полную ответственность в соответствии с законом. Уважаемые депутаты, объективная оценка будет дана всем в рамках этого уголовного дела. И не только в рамках этого дела. И относительно Каджая, там тоже проводится отдельно проверка сотрудниками управления внутренних дел. Сегодня будет возбуждено уголовное дело, тоже будет дана правовая оценка. И тому человеку, который нанес ему вред, нанеся удар по голове. Первый раз за почти 4,5 года вижу, что в рамках закона уведомления идет процесс на раскрытие этих лиц и аффилированных лиц, стоящих за ними. Я, друзья мои, пожелаю вам удачи в этом направлении. Мы этот вопрос держим под контролем. И надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на заказчиков. Мы с вами, коллеги, все здесь, все заинтересованы, правильно, чтобы выйти на заказчиков. Прошу вас, если это технически возможно, мы вам поможем законодательно. Я, например, говорил с некоторыми технарями, не нужно закрывать весь Facebook. Есть такая возможность блокировать группы. Я не технарь, но мне так сказали. Вам задаю вопрос, если можете, делайте. И еще, ребята, самое главное, что мы не должны забывать. Слушай, вокруг нас враги.
и в той же Грузии, и еще где-то могут сидеть за океаном и специально стравливать абхазский народ, слушайте. Мы можем понимать, мы можем себе представить, чем это может закончиться. И, возможно, это не абхазский гражданин пишет, а какой-то гражданин иностранного государства, который заинтересован, чтобы здесь пролилась кровь. И абхазское государство закончилось. Я хотел все время задать один вопрос депутатам, которые находились на месте вчерашнего разбирательства, там вот следственных мероприятий. Со стороны наших сотрудников какие-нибудь неправомерные действия были совершены, на которые мы могли бы обратить внимание, понимаете? То есть постоянно судят сотрудников, я хотел бы понимать, было какое-нибудь нарушение или что-то, на что могли бы мы обратить внимание и нейтрализовать этот процесс. Потому что мы хотим корректно подходить ко всем вопросам. По данному вопросу, я сказал, все пишут рапорта и дают объяснения, как эти граждане оказались там, как они миновали все эти коридоры. Далее встреча прошла без журналистов. Гугуца Вардания, Сергей Каджая, Саида Гухава, Абхазское телевидение.